Здравствуйте, уважаемые зрители. Псахабар продолжает работу. Я рад сегодня в студии приветствовать известных в нашей стране людей, общественных деятелей, воинов. И сегодня мы будем говорить о безопасности. Батал Джапуа, Ахрабжане, Леон Мика. Я думаю, что в дополнительном представлении не нуждаетесь, поэтому сразу хочу перейти к вопросу. И мы планировали эту запись сделать раньше, но вот триггером послужило то событие, которое произошло совсем недавно, когда по территории Республики Абхазия, по воздушному, скажем, нашему пространству, летательные аппараты пролетели и попытались нанести удары в Сочи, в Адлере, на территории Сириуса. И эта тема, она обсуждалась и в социальных сетях, и вообще в обществе активно. Но на самом деле вопрос безопасности мы поднимали гораздо раньше, и еще со времен Карабахской войны, и потом с началом СВО, и поднимали именно в разрезе с изменившейся войной, с войной, скажем так, дронов, даже так характеризуют иногда то, что сейчас происходит в СВО. Также можно еще, мне кажется, затронуть события, которые между Ираном и Израилем произошли. То есть везде, во всех этих конфликтах, одну из таких ключевых ролей играли вот эти летательные аппараты. Но не будем, наверное, узко зацикливаться, но иметь в виду это тоже. Поэтому сегодня мы будем говорить о безопасности в разрезе нашей страны. Мне кажется, что мы можем говорить непосредственно о, скажем так, вооруженной составляющей, но еще мы можем говорить о психологической составляющей. И тоже, мне кажется, очень важно политической, геополитической, потому как есть разные оценки, очень спорные событий в нашем регионе. И вот такая большая-большая обширная тема. Рад еще раз вас всех приветствовать. Я думаю, зрителям будет интересно вас послушать. Вот. И я хочу сейчас, наверное, будут не согласны, но я все-таки хочу передать первое слово Баталу Джапуа. А не согласны будет Батал, как обычно. Вот. Батал, вот у нас до эфира было время, мы живо обсуждали события различные, поэтому вот как бы хотелось бы вот с оценки того, что есть сейчас, вот с этого, чтобы мы начали, как оцениваешь ситуацию и в нашей, я думаю, что вы знаете и то, что в нашей армии, в наших вооруженных силах происходит. Наверное, какие-то вещи должны быть не публично, но какие-то можно говорить. Поэтому вот начнем с этого. Ну, я хотел бы знать одну составляющую этого вопроса. Вот, какое количество времени и сколько объектов находилось в воздухе на территории Абхазии? В нейтральных водах, естественно, и это. То есть вот есть какая-то информация? Какое количество времени и сколько объектов пролетели через территорию Абхазии на территорию Российской Федерации? Нету такой информации. И я могу чуть-чуть... То есть вам кто-нибудь дал вообще такую информацию? Нет, никто не дал, просто то, что мы знаем из, так скажем, других источников. Нет, вот официальные государственные структуры, которые отвечают за безопасность, хотя бы такую первичную информацию должны дать. Это первое. Второе. Ну, от этого, кстати, зависит то были они уничтожены или нет, или же могли быть уничтожены или нет средствами ПВО Абхазии. Следующий вопрос. А они есть? Локация, средства ПВО, пункты наблюдения. То есть вообще в каком состоянии обороноспособность Абхазии в этих вопросах? Что-то я помню, все после войны было. Все это было. Да? У нас радары стояли не только на суше, они еще и в море стояли. Мы еще и в море слушали. Вот сейчас у нас заработал аэродром, аэропорт.
вопросы возникают. А может быть, следующий удар будет не по Сириусу, а по нашему аэропорту. Я никого не хочу пугать. Я хочу просто услышать в ответ от каких-то ведомств, силовых там, структур, которые объяснят вообще людям, как обстоят дела. Там. То есть это не столько секретные дела, это вообще это вопрос политический на самом деле. Наша обороноспособность. То есть точно так же внезапно может прилететь и с другой стороны, да, через Зенгор. Теперь то, что касается самого вот этого оружия. Да, то есть это вообще оружие бедных, да, вот я так скажу, потому что те средства, необходимые для того, чтобы создать род войск беспилотных, да, род войск, они небольшие, и в то же время они дают просто колоссальный эффект. Да. В этом плане вот, нам просто повезло, и повезет сильно, если мы в этом направлении, значит, структуры там, Минобороны, службы безопасности начнут это очень серьезно развивать. Одно только наличие такого рода войск со всеми необходимыми его техническими там, информационными компонентами может создать, отнять желание нападать вообще на Абхазию. В силу того, что Абхазия это, в общем-то, просто одна, ну, чисто для военных очень сложный рельеф, и при этом только один логистический маршрут, да, то есть одна дорога. Я уже не считаю там море-воздух, да. То есть наличие подобного рода войск сразу укрепляет уверенность в том, что мы можем отразить любое нападение просто. Или нанести такой неприемлемый ущерб противнику, уже не только войскам противника на собственной территории, если он там вторгся, а еще и его тылам. То есть в нашу войну, когда мы воевали там, да, у нас возможности воздействовать на тылы противника, не то что армейские, не то что стратегические, даже армейские нам было сложно. Только Восточный фронт неким способом обеспечивал поражение его тылов, замедление движения, значит, транспорта, коммуникации резали и так далее. Большими жертвами это делали. Сегодня это можно делать легко, имея в наличии очень недорогой вид вооружения. Да? Вот я о чем говорю. И можно воздействовать уже на глубокие тылы. И при этом с минимальным ущербом для гражданского населения, потому что это все в основном такие объекты, как топливозаправка, там какие-то, значит, транспортные коммуникации, узлы и так далее, которые быстро выводятся из строя. Да? Перегружаются там, значит, дешевыми самыми беспилотниками и так далее, и быстро приходят в негодность. А без этих всех вещей, там, вы сами видите, почему эти все налеты происходят на территории Украины, России, или там же в Иране, или в Израиле, там, Карабахе. Коммуникации, еще раз говорю, значит, нарушение логистических поставок. Это понятно, что, да, то есть это перемещение личного состава, вооружения, техники, боеприпасов, еда, питье и так далее, и так далее. В этом плане у нас все вообще, как бы, имея такой род войск, вообще все прекрасно, потому что всего лишь одна дорога. Одна дорога. Для того, чтобы эту дорогу вскрыть, и противник, чтобы ее получил, значит, под свой контроль, ему нужно широко разворачивать фронт. Вот, ну, предположим, там по линии от Очимчири до Ткварчели ему нужен этот фронт. Иначе втягиваться он в эту узкую кишку не может. А мы, в свою очередь, как раз имея такой род войск, я вот просто надеюсь, что это быстро произойдет, мы малым количеством людей, абсолютно малым, несколькими десятками команд, которые, значит, управляют вот этими беспилотными средствами, можем парализовать любую его деятельность. Ему-то нужен фронт широкий для того, чтобы массу войск ввести. Понимаете, это что? А этого всего можно лишить. Спокойно, это все нужно делать. Потому что все эти средства позволяют не только по наступающим войскам бить, а его по ближайшим тылам и тем более там в глубину. Вопрос следующий. Когда это будет сделано? Вообще могут так сказать, что мы там, ребята, вы там помолчите, мы все знаем, мы тайно все это делаем. Это вообще история не о тайных делах. Это вообще абсолютно открытая информация. Любые войска, любые государства, которые, значит, берут на вооружение, а это они делают в полную, открытую, как это сказать, ну, в открытую делают, легально, и еще предъявляют те, значит, беспилотники, как они выглядят, их характеристики,
Они говорят, сколько мы можем выпустить. Презентуют сколько, их, да. Да, сколько мы имеем технических баз, на которых мы можем развернуть эту всю деятельность. Оказывают давление. А вот это уже есть давление на противника. Потому что если часть из них фейк, остальное правда, вот желание воевать точно отпадет. На определенное время, пока, скажем, тот же противник технически не начнет вас превосходить. Но это и есть борьба, значит, вооружение и так далее. А на сегодняшний день у нас армия, ну, в силу многих причин, это как вот дисковый телефон и современный смартфон. Вот к огромному сожалению, вот такая вот разница. Если отдельные структуры, там, разведывательные и так далее, еще имеют они все эти средства, там, благодаря тому же Ахре и так далее, там, их инициативе, то как род войск они вообще даже не предполагаются, по-моему, насколько я знаю. А это надо делать очень быстро. И тогда мы точно обезопасены будем от всяких посягательств. Это 100%. И потом это ведь очень интеллектуальная вещь. То есть она за собой ведет очень многие интересные там явления, там инфраструктурные и так далее, транспортные. У нас у самих проблема транспорта. Да, она очень серьезная, да, то есть вот по одной нитке жидкой там, да, вот сейчас вот курортный сезон, и мы видим, как люди передвигаются с какими муками. А это позволяет летать и перевозить грузы по воздуху, просто это реальность. Это нам кажется, может быть, смешным и каким-то сказочным, но мир так уже летает. Да. Да. Я уже не говорю о том, что это все на поле боя можно доставлять, увозить, перевозить без участия человека. Да. Да, так и есть на самом Ну, я деле. так в черновую какие-то вещи набросал, то есть это более серьезный разговор, более знающие люди должны говорить. Но я говорю о направленности. Надо создавать род войск. Не какое-то там отдельное подразделение при службе безопасности, не какой-то там при разведке, только при там, значит, генеральном штабе, при начальнике штаба. Это должен быть род войск. Вот такая. И могу смело сказать, что многие другие подразделения, они свое значение просто утратят с появлением этого. Мы это видим на фоне войны Украина-Россия. Да? Очевидно абсолютно. Спасибо. Ахра, такой же вопрос адресую. Хотя я понимаю, Батал, он сказал тезисно, но все-таки, мне кажется, такие очень важные вещи озвучил. Я соглашусь с Бадалом, что действительно идеология войны, чтобы изменилась. И то, что технологии стали играть такую достаточно заметную роль. А главное то, что чем меньше у тебя ресурсов, тем больше у тебя стимулов применять эти технологии, потому что они дешевые, они доступные, они легко развертываемые, и против них очень тяжело бороться. Такое впечатление, что вот эти вот новые средства, новое оружие, да, так тоже можно сказать, да. Как будто они придуманы специально для абхазов, учитывая и наши ограниченные ресурсы, и количество наше. И высокая эффективность. Ну и в том числе и нашу сложную топологию, потому что здесь воевать тяжело, а противостоять вот таким технологическим решениям вдвойне сложнее. Но я вот немножко другое хотел сказать, или тоже об этом, что немножко с другого конца, что ли, подойти. Вот сейчас такой ажиотаж возник в связи с атакой на российскую территорию дронов, которые пролетели через Абхазскую, и даже говорят, что якобы какая-то новая военно-политическая реальность, что ли, образуется. Я полностью не согласен с этим. Ничего нового не произошло. А что это не могло произойти полгода назад? Могло. Там, неделю, может, еще в будущем произойдет. Это достаточно очевидные решения, которые применяют противоборствующие стороны. Да, в Абхазии нет ПВО, в Абхазии очень легко пролететь незамеченным и нанести удар вот так вот тихо, незаметно и так далее. Какую новую военно-политическую реальность это создало? Да никакой абсолютно. Знаете, строить планы, менять концепции и доктрины в связи с этим фактом, это очень наивно. Да на отсутствие ПВО больше глаза открыло, чем какая-то новая реальность политическая. Вообще, как вот военное дело, насколько я понимаю, состоит из двух таких крупных составляющих. Первое и, наверное, главное, что такое в любой армии,
Это желание народа, граждан защищать себя. И второе уже, если это есть, это, наверное, там средства, организации и технологии. Вот так это устроено. Вот если мы будем говорить о первом факторе, да, желание граждан защитить себя. То есть гражданам должно быть что терять здесь. Вот их суверенное сознание должно быть настолько всепоглощающим вот на этой территории. Они должны понимать, что их внутренний комфорт, их бизнес, будущее их детей, их память, их язык, их культура неразрывно связаны с вот этой землей, этой страной. Чем больше у вас суверенного самосознания на какой-то территории, тем больше у граждан желания защищать эту страну. Если этого суверенного сознания не будет, если вы не будете решать внутри свои вопросы сами, если вы не будете писать законы, если не будете ощущать как бы в абсолютном идеальном правовом поле именно здесь, на этом куске земли, то у вас не будет и желания защищать эту землю, этого стимула, понимаете? И никто за вас тоже здесь не защитит. Но если вы обладаете суверенным сознанием и суверенным правом, тогда это база для того, чтобы основание защищать себя. У людей будет желание защищать эту землю. Понимаете? А когда вот такие тенденции, как это сказать, я не хочу сказать внешнее управление, но внешние рекомендации по разным вопросам, по законодательству, там, по системам безопасности и так далее, когда ваше суверенное самосознание меняется на что-то другое, так у вас и желания защищаться не будет. Знаете? Это главное. Вы должны чувствовать себя хозяином здесь, и тогда вы сможете себя защищать. Но если это есть, а мне кажется, все-таки в Абхазии это есть, но, может, многое мы не смогли сделать, но то, что мы смогли сделать, вот это поколение, которое выросло, это поколение с абсолютно суверенной психологией. То есть это вообще даже не надо в этом сомневаться. Просто посмотрите на митинги за свободу, за суверенитет, за демократию, которые проводились в Абхазии, и посмотрите на возрастной состав, вы поймете, что там 90% были молодежи. Да. Знаете? И они хотели, чтобы их страна была их страной. То есть, предположим, у нас вот и есть. У нас есть суверенное государство и граждане готовы защищать. Вот теперь дальше что? Вот то, что сказал Батал. Надо стремиться сделать так, что те технологии, которые общедоступны, а в современном мире это общедоступно. Что? Это беспилотные технологии. Это технологии спутникового наблюдения. Это технологии компьютерных сетей. Это технологии современной топографии и распределенных баз данных. Все это доступно, и все должно быть поставлено на службу нашей безопасности и нашей армии. Я вас уверяю, что внутри Абхазии, прямо внутри Абхазии, есть специалисты, которые в течение какого-то определенного срока могут это сделать. И могут внедрить, и нашу безопасность это повысить в разы. Абсолютно, да. Если вы такой путь выбираете, если вы открыто говорите обществу, что вы делаете, не секреты делаете, а открыто говорите, тогда общество вас поддерживает. И в финансовом плане, и в каком угодно другом. Но еще должен быть один момент для этого. Должна быть правильная организация. Я очень извиняюсь, не коррупционная организация, как большинство наших ведомств, это просто ведомства коррупционные, когда граждане не знают, чем они занимаются, не знают, куда уходят технологии и так далее. Наверное, армия должна быть реформирована. Наверное, должна быть принята какая-то новая доктрина, вот, основанная на вот этой смеси новых технологий, небольшого количества и, возможно, вообще изменения идеологии подразделений, их автономности, их мобильности, и навигационных средств и так далее, и так далее. Если так, тогда вы сможете защитить себя. Тогда от каждого инцидента военного у вас не будет начинаться паника, и вы не будете бросаться налево и направо в поисках того, кто прикроет вас или защитит вас. А вы будете спокойно смотреть в глаза опасности, которая всегда была и всегда будет. И тогда, да, мы можем защитить себя.
И тогда вам на помощь придут тоже и союзники, и братья, кто хотите. А будете беспомощные и несчастные, никто вам на помощь не придет. Скажут, знаете что, у нас своих проблем море, там как-нибудь договоритесь с вашими оппонентами. Вот мы вам предоставляем дорожную карту, вот на этих условиях договоритесь. Ну, когда ты не актер, приходится, да. Я вот Ливану передавая слово, хочу просто один факт рассказать. Сначала тогда СВО, если я не ошибаюсь, была организована такая группа, и там шло как раз обсуждение того, что нужно изменить здесь у нас, в Абхазии, для того, чтобы быть готовым к возможному началу войны с Грузией и так далее. И тогда, я знаю, Ливан был один из тех, который предлагал именно открыть завод, да, цех по производству дронов и так далее. Но тут не могу эту тему не затронуть. Это было все при экс-президенте, и, конечно, все там как бы рухнуло. Вот. Ну, потому что были совершенно другие как бы цели, да, совершенно да, даже не хочется к этому возвращаться. Поэтому вот сейчас, почему бы не вернуться к этому вопросу, это если мы говорим о дронах, тем более, что, вот как Батал сказал, из этого тайны делать не надо, вот грузины собирают свои дроны, и они рассказывают всем нам, что мы собираем свои дроны. Ну вот, как бы, почему бы не ответить симметрично, да, такому? Ну, я бы тоже продолжил эту тему. Но все-таки начал бы с политической составляющей все-таки. Потому что война и оборона – это концентрированная политика. Да? Война всегда это концентрированная политика, поэтому политический аспект очень важен здесь. И как ни странно, я бы начал бы с того, что нужно вот после той ситуации, о которой мы говорили, вернуться к доверию. Надо нам сейчас вернуться к доверию с нашим стратегическим союзником. Да? Не в поиск, то есть вот экс-власть занималась тем, что поиском врагов, каких-то мифических, которые, оказывается, у нас какие-то силы прозападные, протурецкие какие-то и такие. На самом деле вот завели ситуацию в тупик. И сейчас, мне кажется, надо начать с политического, так скажем, диалога и сказать, что надо возвращать эту тему. Потому что без доверия трудно, значит, с союзником строить отношения. Почему это важно? Наглядный пример. Да? Через территорию Абхазии пролетели дроны беспрепятственно и, значит, нанесли удар союзнику. Все, что мы говорили, это то, чтобы мы были полноценными союзниками. Что наша роль союзника, она не заключается в том, чтобы быть под крылом, только под крылом и защитой нашего стратегического союза, а что мы должны быть активными участниками, субъектами в политике и для этого выстраивать свои собственные вооруженные силы, свое собственное ПВО и так далее. Все эти направления. И я здесь могу привести пример, например, таких союзнических отношений, которые между, например, США и Израилем, и, например, Сирией и его союзниками, Россия и арабские страны. Турция. Вот, да, Турция. Ну, ты имеешь в виду до ухода Асада. За Сирию решали какие-то вопросы, там в качестве авиации закрывали темы там, с обороноспособностью, но это все как карточный домик оказалось. В один прекрасный день это все рухнуло, потому что сама Сирия не участвовала в этом как должно в этом процессе. Ну, союзнические отношения Израиля
мы видим, да, с Америкой, когда Израиль технологичная страна, которая может решать вопросы очень сложные, технологичные, которые обеспечивают, ну, фактически, да, как Америка бомбила Иран, да, Израиль все подготовил, практически уничтожив ПВО, дал возможность беспрепятственно залететь, значит, авиации и бомбить Иран. Опять же, возвращаясь к самому важному вопросу, когда мы говорили «мы можем», ну вот, всегда опираясь на наше поколение, потому что мы на самом деле смогли это. Смогли это, как это смогли, да? Потому что все-таки на генетическом уровне проснулась наша кровь. Мы смогли, значит, вспомнить, не знаю, вспомнить все, да? Вспомнить, что мы воины, что у нас дух, что мы можем подчиняться, что у нас, значит, стали создавать рода войск, взаимодействие родов войск и все остальное. И в кратчайшие сроки мы создали современную армию, которая во многих аналитических журналах была признана как современная по тем временам армия. Современная, которая выполняла очень сложные задачи, которые, потому что армия это такой сложный механизм взаимодействия. Это не только там о духе, о вооружении, это все вместе. Да? Поэтому я думаю, сегодня вот очень наглядный пример того, что какую роль все-таки Абхазия играет в современной геополитике. Когда я вот говорил о геополитике, то вот мы занимаем эту такую роль. И теперь наш ответ этому вызову, да, если мы понимаем географически, какую мы роль занимаем, то, безусловно, это инструментарий должен быть. Первое, это, конечно, противовоздушная оборона современная, да. Это, я полностью с Баталом согласен. Этот род войск беспилотной авиации, он уже просто свое место завоевал во всех родах войск. Просто он сказал, все, отдельный род войск. Отдельный род войск, это мое место, он показал во всем мире, что вот, значит, чтобы и специальная подготовка людей, и, так скажем, техническое оснащение этого направления, все, он уже это уже полноценный род войск. Там же и ПВО у них. Также. В беспилотной там же и ПВО свое. Я не о рэбе имею в виду, а прямо есть дроны, которые там имеют авиаматку, летают, сбивают. Значит, это сам. Да, то есть теперь мы говорим о том, что сегодняшняя молодежь, да, вот Ахра очень правильно говорил о том, что какую роль уже в современном мире, да, играет молодежь, да, они, во-первых, быстрее воспринимают современные технологии, они более мобильные и все, значит, и мы понимаем, что насколько это интересно, насколько молодежи это будет, они так легко воспримут и с удовольствием примут участие в этом, в создании этого направления. Поэтому я считаю, что то есть все составляющие есть, да, все составляющие у нас есть, нужно, конечно, естественно, некие образовательные платформы, о которых вот мы тоже до этого говорили, что если как только эта платформа создастся, найдутся люди. Очень много людей найдется, которые захотят помочь, поучаствовать в этом процессе. Но образовательная платформа, которая будет во всех направлениях и в сборке беспилотных, и в управлении, там много очень составляющих. И поэтому, мне кажется, сегодня, вот если так резюме подводить тому, что я сказал, мне кажется,
политическая составляющая, она уже видна, что, безусловно, союзнические отношения подразумевают тому, что мы должны иметь собственное ПВО и род войск как беспилотную авиацию. И это в интересах, геополитических интересах России. И, соответственно, естественно, в наших интересах. И второе, то есть у нас есть разные составляющие, то есть у этого процесса есть разные составляющие, которые можно реализовать в ближайшее время. И я думаю, мы обратимся и будем разговаривать с нашим руководством для того, что у нас есть реальные идеи. Наша задача сегодня показать, вот Батал правильно сказал, в таких мазках, так направление стратегическое, да, как нужно действовать, учитывая все события, которые вокруг нас происходят и внутри нас. И я думаю, что мы с какими-то конкретными предложениями уже можем выходить. И второе, о котором мое пожелание, все-таки армия играет не только вот, значит, роль безопасности, национальной безопасности, но и воспитательную роль. Я хотел бы, чтобы мы эту тоже тему затронули. У нас все-таки воспитательно-образовательная роль. И я все-таки считаю, что хотел бы, чтобы мы тоже об этом поговорили, что в этом тоже у нас сегодня проблема серьезная. Надо откровенно и честно говорить, потому что то отношение и молодежи, и сегодняшней, так скажем, элиты нашей армии, недопустимо. Что, значит, должно быть престижно служить в армии. Молодежь должна идти в армию, она должна там находиться. Значит, все мы, я думаю, вторая часть, то, что все военнообязанные, да, у нас должно быть, мы малочисленный народ, мы не можем себе позволить только вот профессиональную армию, там 1000 человек и все. Мы должны иметь возможность обучать. И в этот процесс должны быть вовлечены масса людей, но это должно быть хорошо организовано, потому что это часть нашей и военной культуры. Мы народ воин, мы по цивилизации своей все-таки воспитаны в таких, так сказать, воинских традициях, воинской культуре. И вот к этому надо, наверное, возвращаться и продолжить эту вот традицию. Хорошо, тогда вот на вот этот поднятый вопрос я бы попросил бы вас тоже. Вот армия сегодняшнего и будущего дня, какой вы ее видите для Абхазии, исходя из даже и цивилизационных, и практических нужд? Ну, если коротко, сейчас конкретного ответа мы не можем себе дать. Это серьезный большой разговор. Ситуация такая. Мы ничего нового сейчас не открываем. У нас это называется эффект тропы. Несколько войн уже, значит, опыт этих войн проложили тропу, по которой надо просто пройти. Понимаете? Но это приспособить к своим реальным условиям. Я думаю, что если мы этот путь пройдем, у нас действительно общество может стать действительно глубоко как бы таким вот именно пропитанным военной культурой. Почему? Потому что в этих новых технологиях, в освоении этих технологий участвуют подростки, геймеры. Да, это вот сейчас. Сейчас, например, в России по некоторым учебным заведениям уже учатся прямо. То есть там предмет вводят. Пока экспериментальные, но понятно, что эти люди нужны, да, те, которые умеют летать на дронах, так скажем. Там может серьезное такое, значит, изменение внести в саму структуру армии. Я же говорил, что вот не зря я вот говорил о том, что некоторые рода войск и какие-то виды вооружений вообще могут оказаться ненужными.
или же уйти на второй, может быть, даже на третий план. Это принципиально. И самое главное, ничего придумывать не надо. Надо адаптировать к своим условиям. Хорошо, значит, собрать, проанализировать материал, который уже есть по боевым действиям, по технологиям и так далее. Касается, значит, собственно, значит, там FPV-дронов, дальнобойных дронов, разведчиков, разных, значит, разных высотных средства, рэп, как работает, есть оптоволоконные какие-то, это вообще неубиваемые, да, Да, вещи, оптом которые вообще невозможно. оптоволоконные. Для нас оптоволоконные это просто вот великолепная вещь. Так? И помимо этого, значит, может быть, и мы что-то свое придумаем, потому что у нас техническая база, интеллектуальная база для этого есть. Каждый из народов, те, которые пришли к этим видам вооружения, они свое там добавляют, свою изюминку. И это, кстати, становится для них еще экономическим таким серьезным фактором. Этими вещами торгуют, у них покупают. Как грузины купили у кого? Они с поляками вместе построили, насколько я знаю, свой, значит, вот этот завод, который там выпускает дроны. И наверняка на месте не стоят. И наверняка куда-то реализуют и продают. Вот. То есть, если так, в черновую, то есть нам ничего сейчас на данный момент, надо просто перенять опыт. И делать это быстро. Да, согласен. Наверное, еще надо, Дима, такой вопрос затронуть. Это все-таки все это надо на каком-то основании как-то приземлять, развивать, потому что там какая-то питательная среда. Но мне кажется, в этом плане у нас тоже обстоит не все так уж плачевно, как иногда мы так представляем себе. Просто я знаю, о чем говорю. За это 30 лет послевоенных, да, у нас появилось целое сословие просто прекрасных офицеров, которые получили хорошее образование в различных вузах, разных военных специальностей. Я просто многих знаю, они, во-первых, блестящие как военные специалисты, во-вторых, они очень активные, инициативные. Это люди, которые вообще понимают, как эта военная машина работает, как она управляется. Они же изучали не только какой-то конкретный свой предмет, они вообще всю армейскую структуру в этих учебных заведениях. И если вот правильное направление выбрать, то в военной среде Министерство обороны, может быть, и люди там не работают, может, они какими-то другими делами заняты, но их можно найти. И вот эту идею воплотить уже в людях. То есть у нас есть на кого опереться профессионалы. Если бы не было, это была бы колоссальная проблема. Где ты сейчас найдешь военных, там, не знаю, артиллеристов, связистов, разведчиков. Все есть. Все есть. Нужны идеи, нужны правильные направления. Наверное, действительно, еще раз повторюсь, нужна одна реформа армии. Надо сделать так, чтобы все проходили эту воинскую службу. Знаете, вот как в Израиле сделали. Но я сейчас не говорю там поголовно девочки, мальчики, но хотя бы ребята все должны проходить. Для этого, конечно, нужно быть созданным условия. Это не за 5 минут такое не получится сделать. Шаг за шагом, планомерно. Один бюджет, давайте выделим средства на это, второй бюджет на это, третий на это. Сделаем так, чтобы весь народ был в состоянии сам себя защитить. Пускай оружие хранится дома, пускай он уходит со службы, ему удается его штурмовая винтовка, и он правильным способом хранит ее дома. Недавно показывали кадры, как гагарские спасатели применяют дрон со сбрасывателем для утопающих. Ну, там летит этот дрончик, сбрасывает ему спасательный круг. Ну вот. То есть никого не ждут уже, молодцы, вот так вот. Просто вот, ребята, это придет, это заставить сделать. Лучше самому возглавить это и делать, чем вокруг тебя это пойдет, и будут, значит, всякие спецслужбы тревожиться, что народ вооружается, а вдруг не спасательный круг, а он сбросит там кучу листовок или, не дай бог, бомбу. Там, да, это ужас, значит. Знаешь, вот это тоже присутствует, я чувствую, вот, что прямо вот это присутствует. Одну вот вещь хочу вот сейчас сказать в самом, наверное, уже финале, если у вас будет желание, пожалуйста. Я еще тоже прокомментируйте. Это вот, когда мы слышим от политиков определенных, что они, значит,
им нравится, что сейчас есть определенное потепление между Россией и Грузией, и вот все там и так далее. Даже наши говорят, что вот это хороший сигнал и так далее. И мы каждый раз, когда у нас эта тема поднимается, говорим о том, что Грузия не повернется в военно-политическом плане в сторону России в обозримом будущем. И то, что сейчас происходит, там проходят учения натовские совместно с Грузией, говорит еще раз нам о том, что на Южном Кавказе, по сути, вот то, что Ливан и ты говорил, союзников России военных просто нет. Да, но если кто-то хочет обманываться, Ну, пусть если сам себя, продолжает, да. сам себя хочет обманывать, пусть Просто нет. обманывается. Единственное, вот эти 200 с лишним километров территории, только Республика Абхазия может быть союзником России. И Других- та, с территории которой Да. значит, дроны летят, но и не, бомбят. да, но не та, вот Сочи. другая. Вот это я хотел как бы отметить как фактор. Я единственный момент, который мы, так скажем, много вопросов затронули, я хотел бы еще один вопрос затронуть и взять его из интервью нашего премьер-министра Делба по абхазскому телевидению, где он сказал такую фразу, что вот последние годы у нас бюджет профицитный, бюджет растет, и очень, так скажем, хорошо, что мы вот эту статью обороны, то есть мы не увеличиваем. Молодец. Да. Ну, на самом деле мне как-то это сразу, он, наверное, не задумываясь это сказал, наверное, не вкладывая в это какие-то смысловые нагрузки, но это просто отражение сегодняшней ситуации. То есть вместо того, чтобы все, я еще раз хочу сказать, все в мире сегодня увеличивают бюджет, значит, обороноспособности из последних, да, там кто-то из последних денег, а кто-то, значит, чуть там ремень свой затягивает, но понимая, что это просто тенденция сегодняшнего дня. Так вот, к чему я хочу сказать? Если у нас есть профицит бюджета, то все эти деньги вот можно и направлять на оборону. Они вот Ахра специалист так скажем, в этом направлении, он может сказать, всегда военные технологии, они развивают и экономику тоже. То есть технологии в сельском хозяйстве и там во многих направлениях. Военные технологии, они всегда впереди, так скажем, мирных гражданских технологий. Поэтому, вкладывая сегодня в обороноспособность, вкладывая сегодня в создание вот этих механизмов, мы развиваем Абхазию. Мы уже до этого уже сказали, что воспитываем, да, во-первых, дисциплинируем народ, молодежь, плюс идет развитие Абхазии в экономическом плане. То есть сегодняшние деньги, которые мы будем вкладывать в обороноспособность, это не выкинутые деньги, ну как вот описал наш премьер-министр, не задумываясь, что вот мы не выбросили, мол, деньги. Это не выброшенные деньги. Это деньги, которые мы вкладываем в будущее. Поэтому я хотел бы, так скажем, обратить внимание сегодняшней власти, там тоже молодые ребята, и сказать, что они вот тенденцию мировую все-таки осмыслили и поняли, что это направление самое важное на сегодняшний день. Ну хотя бы сигнал тревоги включили бы, что-нибудь, какой-нибудь гудок, ну вообще ничего, как будто дождик прошел, что ли. Это же опасно. Это Слушай, это опасно просто. Это Справедливость смертельно ради. опасно.
Надо сказать, что все-таки мы полностью от этого защититься вряд ли сможем, потому что сама Российская Федерация не может Ну, это защититься понятно, от, это от прямых ударов с Естественно. определенной территории. Но ты хотя бы должен понимать, какая опасность в этом есть. Конечно, это надо сегодня начать строить это. Да, это ну а представь, вот строительство, сейчас да. Ваджаса Пулатахра, а представь себе, что значит, ПВО ракеты работают далеко. А она прилетела с территории Российской Федерации и сбила тебе дрон над Гагрой. И это тебе рухнуло на головы. Как тебе? Ну, слушай, там хоть у них объявляют тревогу, даже людей прячут. Те укрываются, им говорят, у вас там смс-ки приходят постоянно, беспилотная опасность. Хоть предупреждение, ты хоть будешь знать, как себя защитить, своих детей, там, имущество. Тут вообще ничего. Табун пролетел, бзохга, короче, все. И как будто ничего не случилось, и ничего никто не сообщает. Слушайте, вы чего? Ну вот, чтобы вот таких больше не было, так скажем. Не, ну серьезно, Не, вот это- представьте, прилетели ракеты, они будут защищать свою территорию и сбивать будут над вашей территорией. Конечно. Что вы будете делать? Они-то будут правы. С нашей стороны летит к ним опасные объекты, у каждого этого дрона по Ну, у нас 50 только килограмм вот взрывчатки. социальные сети, больше ничего. То есть мы там все... Что социальные Ну, сети? Ну, Ты вот что, это нет, почему я должен тебе поверить? не должен. У тебя должна быть официальная Конечно. информация. И кущи топ, как будто ничего не случилось. Ну ладно. В общем, спасибо за... Анша хаихут, анша бзила каца, как говорится, да, и тараги, да, атса почтохна. Ну, ладно, тогда, аква. Батал такие вставки делает, что даже на такую серьезную тему приходится улыбаться. Что делать? Тут только я знаешь, как есть абхазская поговорка хорошая. Амчим харапашароп. Ну, Бысоп хашо обрже. И ха, и ум, ха, короче, гороха стенку. и того пихать. Ну, надеюсь. Ну, я думаю, что ну, пашапах в другой атмосфере, как говорится. Башаты. От Муркуша. И того пихаешься Вирузаем. Вирузаем. Спасибо. Я думаю, что важные очень вещи прозвучали. И какая-то даже вот такое, как Батал сказал, мне кажется, самое правильное, не надо ничего придумывать, уже все другие страны сделали, просто надо взять и адаптировать. Да. И тогда мы будем чувствовать себя защищенными и готовыми к каким-то другим эксцессам. Того побзирос. За того,